Проснуться вовремя уже успех. Лег в час, встал в 7, и так каждый день, месяц, год, в некоторых случаях и всю жизнь. Бодрости не добавляет и погода. Солнце не видно и клонит ко сну. Помогает, конечно, кофе только. Так в целом постоянно спать хочется. Именно в погоду такую или вообще? В погоду. Когда солнце, все равно настроение поднимается. Немного, поздно лег, не выспался до конца. А во сколько легли, во сколько встали? 2 лег, 8:30 проснулся. Нарушением сна страдает практически каждый второй. И это уже бич нашего времени. Одно из самых опасных занятий в сонном состоянии – это вождение за рулем. Если вы даже уверены в себе, в любом случае ваша реакция будет заторможенной, а это, между прочим, равно пьянству за рулем. Законодатель на своем уровне установил такой сопутствующий фактор, как запрещение управления в утомленном состоянии наравне с алкогольным опьянением. То есть это вот у нас ограничено пунктом 2.7 правил дорожного движения. Кто-то пьет кофе, кого-то спасает горький шоколад, у кого-то на столе всегда есть витамины. Конечно, немного можно, но вот проблемы это не решает. Нарушение сна – это риск инфарктов, инсультов и еще ни одной болезни. Помочь может дневной сон. Дневной сон буквально 25 минут повышает работоспособность до 37%. Нарушение сна в тренде, а потому уже появились специальные методы и клиники для его лечения. Электронные шапочки, камеры наблюдения за сном, датчики движения. Нарушение сна у нас есть самые главные такие группы. Это, конечно, бессонница, то есть нарушение засыпания, поддержание сна, пробуждения. Их очень четко видно здесь. И вторая группа достаточно большая. Это остановки дыхания во сне. Так что нарушение сна – это не шутки, а болезнь, с которой нужно бороться. И из 24 часов в сутках 7 обязательно должны пройти во сне. Слава Тухмадуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.